Мы продолжаем программу «7 дней». Нехватка школ в бурно застраивающихся районах и падение среднего балла по физике и информатике, загрузка учителей непрофильной деятельностью и перспективы внедрения цифровых технологий в систему учета в школе. Традиционный большой педсовет провели на этой неделе в Татарстане. Августовский педсовет под председательством Раиса Республики собрал представителей школ, вузов, руководителей районов, депутатов, чиновников самого высокого ранга. Что ждет школу в следующем учебном году? Из заявления министра образования страны Сергея Кравцова следует ждать новых учебных программ и единых учебников, в первую очередь по истории страны. Темой же совещания были заявлены ключевые задачи, нравственные ориентиры, качественные показатели. Татьяна Тимошенко о школьных планах. У нас, то есть, рассчитан корпус на 1200, мы обучились 2800. То есть, это 2,5 раза больше, полные 2 смены. В этом году же происходит разгрузка за счет того, что начальник школы остается, старший переходит. И в этом году мы будем обучаться даже в одну смену, получается, первый год. А последующий посмотрим уже, каким образом мы будем. Время покажет. Дома строятся, сдаются. Лицей «Перспектива» в одном из самых быстро растущих районов Казани был долгожданен уже на момент постройки, но очень скоро не смог вместить всех желающих. В этом году сдают второй корпус. Проект уникальный, быстро возводимый. Дизайн как конструктор во многом придуман самими детьми от мини-амфитеатра до качелей и читального зала без парт. На Большом педсовете в президиуме Раис Республики Рустам Миниханов и государственный советник Ментимир Шаймиев проблему застройки и доступности школьного и дошкольного образования поднимают сразу два докладчика. Кое-какие стали именем почти нарицательным. Ведется интенсивное строительство жилых комплексов. В связи с этим хочу отдельно обозначить проблему несогласованности планирования строительства жилья и объектов образования в этих, а также Высокогорском и Тукаевском районах, которые приводят к нехватке мест в образовательных организациях. Мы вынуждены исправлять ситуацию в авральном порядке, хотя ее можно было не допустить на этапе формирования планов застройки на муниципальном уровне. В этом году в Татарстане сдадут 11 новых школ, но их все равно не хватает. Необходимо 15-16. Проблемы пригорода выливаются в столицу. Вырастает нагрузка. 40% казанских школ работает в 2 смены. В городе появились школы, где уже 15 первых классов. Безусловно, они работают с колоссальной перегрузкой, что неблагоприятно отражается на образовательном процессе. Этот острый вопрос сегодня находится в фокусе внимания руководства республики, наших коллег из правительства республики. Я уверен, что несмотря на всю сложную ситуацию, оптимальное решение по сбалансированному развитию казанской агломерации будет найдено. Августовское совещание – это, конечно, про перспективы. Министр просвещения Сергей Кравцов говорит о создании суверенной системы образования. Планомерно разрабатываются единые учебники по всем предметам. В соответствии с новым законом права на них принадлежат государству. До конца 2025 года будут подготовлены государственные учебники по всем предметам. Во всех школах сейчас принимают учебники. В последние годы существовало несколько линеек учебников по истории, и к ним возникали вопросы и у учителей, и у родителей. Памятуя, что преподавание истории – дело государственное, единые стандарты введут в этом году для старших классов, в течение следующего и для средней школы. Но вот по истории еще будете ждать? Это доработанное издание есть еще, да, конечно, ждем. А какие изменения, может быть, в учебных планах ждут в этом году школы? Ну, здесь в большей мере интересует вопрос о количестве уроков физической культуры. Если это было 3 часа по федеральному стандарту, то в этом году уже с 1 класса по 2 часа. То есть изменения такие незначительные, но есть. И этот час так, куда в основном нет. перекидывается? На русский язык, на изучение русского языка. Ну, учебные планы пока у нас не утверждены, в работе на сегодняшний день. Пока работаем на эту тему. Тема совещания была заявлена как ключевые проблемы, нравственные ориентиры, качественные показатели. Что из этих 3 пунктов педагоги определяют как приоритет? Все 3 аспекта звучат очень актуально. Одно без другого не может быть. Здесь все в логистике, в тематике. Ну, наверное, если прямо отвечать на ваш вопрос, нравственные ориентиры, они, наверное, сегодня являются приоритетными, так как от нравственности зависят все дальнейшие успехи, достижения, продвижение, развитие ребенка, ну и педагога, конечно, в общем. Я считаю, что это очень важно, потому что сегодня мы все знаем, слышим, что очень большая нагрузка на психологах, да, школы, появляются разные проблемы, разные истории с подростками. Конечно,
конечно же, нравственные ориентиры. То есть в нашей стране всегда, скажем, понятие семьи чрезвычайно было важное. Вот, а для меня лично важно, что мы поддерживаем интеллектуально увлеченных. Вот нельзя путать с одаренными детьми. Одаренных у нас там 2%, а увлеченным может быть практически каждый ребенок. И вот мы с каждым ребенком раз в неделю говорим о самых главных вопросах, которые он ставит. В присутствии некоторых родителей, некоторых учителей, людей, имеющих разные точки зрения. Качество образования. Татарстан по количеству олимпиадников занял 3-е место после Москвы и Санкт-Петербурга, но при итоговой аттестации обнаружились проблемы. 10% тех, кто претендовал на медали, это более 200 человек, не смогли подтвердить свои знания. В зоне нашего внимания находятся результаты государственной итоговой аттестации выпускников, претендовавших на награждение медалями за особые успехи в учении. К сожалению, в ряде районов более трети из них не смогли набрать 70 баллов по предмету по выбору. Это тревожный сигнал, уважаемые коллеги, требующий тщательного анализа. Наблюдается и снижение общего балла по физике, информатике и обществознанию. Впрочем, и в этих показателях в республике балл выше, чем в среднем по стране. По химии, биологии и литературе средний балл повысился. 9 ребят и вовсе заработали 200 баллов по 2 предметам. У меня 200 баллов по химии и биологии. Я поступила в Казанский медицинский университет и очень этому рада. На встрече со вчерашними школьниками лучшими из лучших звучат вопросы о выборе пути. Уважаемый Руслан Макаревич, нефтехимия и IT-технологии. Что бы вы сейчас выбрали, если бы планировали поступать в вуз? Я бы выбрал инженерный факультет, куда я поступал. Это инженерное образование, мне помогает в моей работе, где бы я ни работал. И о молодежной политике. Не очень позитивно отношусь к тем людям, которые говорят, мне все равно, я человек мира. Я тоже человек мира, это часть взаимоотношений. Но ты должен помнить свои корни, помнить, кто твои предки, помнить ту землю, где ты выросла. Из того, что ждет уже учителей, бурные аплодисменты, заявления о снижении бюрократической нагрузки. И тут же перспективы на переход к цифровой экосистеме, по примеру Москвы. Но все же главным фактором в школе остается личность учителя. Награды за заслуги перед республикой и доблестный труд получают учителя технологии, родного языка, музыки, информатики. И, конечно же, статус, авторитет учителя – это очень важно. Вот наши конкурсы по лучший учитель, также надо это обратить внимание на профподготовку для профессиональных наших ресурсных центров. Также нельзя забывать о преподавателях наших вузов. А с настроением-то каким входите в новую учебу? Замечательно. Новое здание, новая учебная литература. Молодых специалистов у нас сегодня 27 человек, наверное, наибольшее количество. Вот в этом году только мы взяли. В течение учебного года, конечно, будет и работа над ошибками, и поиск решений задач, но что точно ясно, по учебному плану 1 сентября все школы распахнут свои двери в новый учебный год. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, 7 дней.